Как океан начинается с капли воды, как горы начинаются с песчинки, так и народ начинался с простых людей, чья вольная жизнь привела их к прекрасным берегам этого удивительно красивого края под названием Крым. Необычайная пестрота природных ландшафтов, которая включает в себя бескрайние просторы степного Крыма, обрывистые склоны южнобережного Крыма, удивительным образом отождествляются с той же пестротой народов, проживающих в этом прекрасном крае. Крым издревле привлекал к себе вольных людей, античные греческие поселения, томный взгляд генуэзских крепостей, молчаливые курганы несметных кочевых племен, гуннов, хазар, кыпчаков. Все эти люди и орды навеки остались в истории этого края. Во всем этом буйном ходе истории культурного взаимоотношения различных народов, и появился современный крымский тюркский народ. История формирования крымского тюркского народа представляет собой огромный бурлящий котел, где удивительным образом слились кыпчакская и огузские ветви тюркских народов. Достаточно маленькая по площади территория стала своего рода оазисом для формирования народов с не менее интересным языком, который в силу исторических аспектов абсолютно понятен для всех других тюркоязычных носителей. В зависимости от расположения на территории Крыма мы можем проследить интересную специфику самого крымского тюркского народа. Удаляясь от центра Крыма на север, мы можем проследить взаимосвязь языка с современным ногайским и казахским языками. Удаляясь же от центра, в южном направлении, мы можем увидеть близость языка к турецкому, гагаузскому, азербайджанскому языкам. И все это, будь это или равнинные степные поля, или же скалистые берега Черноморского побережья, все это и есть Безимсевемли Крым. Интересна история становления современного крымско-татарского народа. Исторические процессы, проходившие с начала IV века по XV века, выявили устойчивые субэтнические группы этого народа. Крымские ногаи. Основную роль в формировании данной субэтнической группы играли кыпчаки, проникавшие на территорию полуострова начиная с XII века. Само название ногайцы происходит к имени хана Ногая, седьмого сына Джучи. Южнобережные крымские тюрки, Ялыбою. Специфика формирования этой субэтнической группы определяется мощным потоком тюркских кочевников с конца XIII века и сильным влиянием османов уже в период XV века. Таты, занимающие степные и предгорные районы Таты, представляют в своем составе сложное слияние различных этносов, проживающих на территории полуострова. Как и простому путнику, который становится свидетелем интересных этнографических особенностей, так и самому крымскому тюркскому народу приходилось становиться свидетелем, а чаще и участником крупных и важных исторических событий. И сегодня мы, молодежная платформа Огузели, представляющая азербайджанский тюркский народ, хотели бы не просто представить крымско-татарский народ, а показать, как связь времен тонкой нитью связала наши народы. Братья есть братья, и многое нас связывает. А связь эту проводили простые люди, для кого слова верность, взаимопомощь, дружба стали основополагающими в их жизни. Фигура Исмаила Гаспаралы стоит особняком в общественной жизни не только крымских тюрков, но и азербайджанских тюрков. Его знаменитые слова «Единство в языке, мыслях и делах» стало бессмертным девизом, скрепившим тюркские народы, от босфорских лодочников до верблюжьих погонщиков Кашгара, как говорил сам Исмаил Бей. Изучение жизни тюркских народов, их культуры и аспектов быта привели к созданию газеты «Терджиман», постоянного печатного органа для тюркоязычных читателей Российской империи. Учитывая закостенелую систему внутри мусульманского сообщества, газета быстро стала активным рупором общественной жизни в среде мусульман России. Работы Исмаил Бея нашли свои отзывы и в среде общественников Азербайджана, таких как Гасан Бек Зардаби, Али Бей Гусейнзаде, Али Мардан Топчебашев, Мамед Амин Расулзаде. Впоследствии совместные связи с ними нашли свое отражение в плодотворной общественной работе, а с некоторыми, такими как Али Мардан Топчебашев,
Данное сотрудничество вылилось в крепкую дружбу. До последних дней жизни Исмаил Бей поддерживал связь с Алимарданом Беком. С другим же видным деятелем Азербайджана, Насиф Беем Юсуфбейли, Исмаил Бей породнился, выдав за него свою дочь Шафику Каспыралы. Кстати, определенную положительную роль сыграла и сама Шафика Ханым в просветительской сфере деятельности, открыв в Азербайджане педагогические курсы для молодых азербайджанских девушек. Другим крымско-татарским представителем, чье имя неразрывно связано с Азербайджаном, является видный лингвист, тюрколог и писатель Бекир Чобанзаде. Самостановление Чобанзаде, как видного деятеля, обусловлено идеей изучения тюркских языков. Его тернистый путь через горнило Первой мировой войны и плена окончались возвращением в Крым и полному погружению в мир науки и литературной деятельности. Став ректором Крымского университета, молодого профессора приглашают в Азербайджан, где реформаторские идеи находят поддержку в интеллектуальных слоях азербайджанской общественности. Приглашение в Баку стало настоящим вызовом для Чобанзаде. Заняться работой по внедрению системы перевода письменности тюркского языка с арабской на латинскую графику. Став последующим профессором Бакинского университета, совместно с азербайджанским коллегой Самедах Агамалыоглу, Чобанзаде становится активным участником Первого всесоюзного тюркологического съезда, где им были представлены конкретные шаги по повсеместному внедрению так называемого новотюркского алфавита или энолифа. Результатом кропотливой работы явилось принятие латинской графики и внедрение данной системы по всему союзному Азербайджану. Уже в годы своей независимости Азербайджан снова вернулся к латинской графике, использовав методические труды того научного коллектива, который активно работал с профессором Чобанзаде. Труд Чобанзаде остался незабытым. В лице азербайджанских тюрков мы, представители молодежной платформы Вузели, благодарим крымско-татарский народ за те труды, за тот нелегкий путь, за ту нить, которую скрепляла наши народы, и проводниками, как и во веки веков наших взаимоотношений, становились простые люди, которые несли в себе идею культурного просвещения и исторической правды. Yaşasın halklarımızın kardeşliği. Yaşlı